Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы вновь будем готовиться к предстоящему празднику. Это, конечно же, Новый год и Рождество. И сегодня мы находимся в студии Саин, творческой студии. Рядом со мной ее основатель Нургуяна. И своими золотыми ручками сегодня мы подготовим интереснейшую, красивейшую новогоднюю композицию, которая будет состоять из чего? Из нобелиса и из туи, из веточек туи. Угу. Да. Помимо этого еще у нас есть такие тоже самодельные вещи для декора, которые вы тоже можете сделать своими руками. Ну и, соответственно, мы сделаем красивейшие свечи. Да, свечки тоже из будут, лощины. Да. тоже будут своими руками. Обо всем поэтапно. Ну давайте расскажем для начала, возможно, кто до сих пор не знает, что же за вот это чудо-губка. Эта губка называется оазис, такая зеленая, пользуются флористы. Ага, я заранее подготовила основу, получается, обмотала их в пленки, в пакетики, и они уже наполнены, получается, пропитаны водой. Примерно насколько нужно было опустить вот эту губочку в ведро с водой, чтобы она наполнилась полностью? Полностью на сутки. Я уже вчера наполнила, и она уже прям тяжелая такая, да? Да, такой кирпичик. Да. Внимание, еще раз. Пользуются флористы, продается сейчас доступно везде. Такая флористическая губка. Сегодня, конечно, она для нас будет таким спасением и фундаментом для нашей конструкции. Да. Итак, давайте начнем, собирать нашу новогоднюю композицию, получается. Для этого нам нужны вот такие веточки из нобелиса. Они прям такие мягкие, не колятся по сравнению с нашими елками. И веточка туи, тоже прям классная, мягкая. Отличаются, да? Вот, допустим, мне кажется, про такие еловые веточки уже все знают, да? А вот про туя это вот редко встретишь. Да, тоже для украшения, что придаст тоже другой как-то оттенок, да? Ага. Ну и она, кажется, выглядит как-то тоже искусственная. На самом деле нет, все это натуральный продукт. Хвоя, да, это елка тоже. Итак, давайте мы начнем. Нам нужны такие большие ветки для начала. Вот такие. Я их заранее подготовила, вот смотрите. Убрала вот эти лишние, чтобы вот эти проткнуть. В губочку, да, чтобы она встала, вот эту внизу убираем, да? Да, убираем. И главное, надо обновить. Отрезать, вот так, отрезать. Вот ваша. Хорошо, так, отрезаем. Отрезаем чуть-чуть. Чуть-чуть. Наискосок, да? Ага. Как с цветами. Ой, она да. другой так отрезает. Можно секатором пользоваться. Сейчас я отрублю себе пальцы. Вы как-нибудь. Так, отлично. Хорошо. И начинаем с краю. Начинаем формировать нашу композицию. Вот так. Все. Тут я художник, я так вижу. Захотела, так и будет. Да? Тут ошибиться сложно. Главное, что большие веточки должны стоять первым, да? Да, большие. И по краям. По краям сначала, да, большие. Итак. Прям они прям легко, да? Да. Входят. Очень достаточно просто. Ничего сложного. Давайте возьмем маленькие ветки. Так, еще одну большую тут надо. Сколько простоит такая композиция? Простоит она месяц. Она будет долго радовать, да. Просто за ним надо хорошо ухаживать. Каким образом? Обрызгать. То есть, и в губочку воду надо добавить? Да, чуть-чуть надо добавить и прям опрыскивать надо. Хорошенько. Так, давайте добавим нашу тую. Прям название такая, да? Да. Туя. А вот целиком хотите, да, положить? Давайте мы отрежем, да? Хорошо. Так жалко отрезать. Тоже почистим. И так. А вообще, ветки нобелиса продаются прям такие большие, огромные. Смотрите, я уже все отрезала. Это вот одна ветка вот такого размера. Да. Ну, то есть очень достаточно такой демократичный вариант. Да. Экономичный, я бы сказала. Да? То есть отрезали, использовали и все. Одной ветки не хватит на композицию или хватит? Хватит. На большую композицию хватит. Вот так вот. Одна веточка. Главное почистить вот эти. И нам надо по периметру губки, да, распределить веточки? Да. Она будет прям как-то такая, как... Чаша. Да, как чаша будет. Я вот эти маленькие даже не выбрасываю, они подходят для этих гирлянд новогодних. То есть берете, например, такую
Веревочку. веревочку, и можно прям закрепить, и даже закрепить вот эти сушеные апельсинчики. А, Да, и классно будет смотреться. стильно, да? Да, То есть стильно. все можно сделать сегодня своими руками. Да, Композиции новогодние, гирлянды. Но и сейчас это очень стало как-то модным, да? да, модно сделать своими руками Да, да, стало, да, да. да. Более как-то и самой нравится делать. Да, да, да. И дети, кстати Да, говоря. и Ну а дети. так вот в воскресенье соберешься вместе с детишками, сели, да? Да. И с пользой провели время и создали себе новогоднюю композицию, которая будет стоять еще месяц. То есть уже Новый год пройдет, Рождество пройдет, а у вас еще на столе будет новогоднее настроение. Прям запах такой, настроение Уже. поднимает, да? Да, да, да. Уже Новый год у Классный нас. запах. Мгм. Можно даже сделать, такие веточки продаются по размерам, маленькие, средние и большие. А можно даже сделать вот такую маленькую, например, берете какую-нибудь чашку, да, Мгм. ну, такую красивую вазу, и туда же можно сделать прям, А вот губку мы сегодня украсили вот такой вот мешковиной или как-то такая интересная ткань. Это тоже все где да, продается? да, такие все продаются в творческих магазинах. Сейчас вот Да, вот сложно этим- быть неталантливым человеком. Пойдешь, все готовое купить. Да, да, да. Было бы фантазия, да, была бы. Но ее можно подглядеть тоже где-нибудь в интернете. То есть можно сделать все своими руками. Можно, да. И в серединке вот такие маленькие елки. Давайте еще отсюда. Какого еще, да? Я хочу вот это сделать в одном всем месте, чтобы она была прям заметная такая, Выделялась, да? выделялась, да. Она будет торчать тогда у нас хорошо. Ну да, и наша елка так не простоит долго, да? ведь? Да. Она И осыпется. да, наш сыпется, поэтому вот это прям долго стоит. И надо этих в прохладе лучше держать, мне кажется, потому что она будет желтеть, если долго простоит, например, возле батареи, да? Даже вот такую палочку вы не выбрасываете все равно Да, туда, да. куда для объема, так сказать. И в серединку, это у нас в середине пусто. А мы серединку тоже Да, забираем? серединка тоже. Нам попалась с шишками даже. Вся в шишках. В принципе, процесс такой увлекательный, потому что здесь, ну вот как поставишь, так поставишь, все равно будет красиво. Да, Тут ошибиться будет очень сложно, да, Нирвана? точно. Прям сейчас мы приступим к декорации. И этот. Например, мне нравится вообще без вот таких в стиле минимализм. Да, свечки и вот эти ветки. И все. Ага, и все. Некоторым нравится прям по-новогоднему, там, с елочными игрушками. Поэтому я вот решила сегодня добавить такие Показать, да? декорации. Да. Мгм. Нам эти нужны еще? Да, нужно. Еще лет 20 назад о таких веточках и мечтать не пришлось бы, да? В наше детство такого не было. Кстати, нобелис в России не растет. Это Она всё растет, привозили. да, в скандинавских странах. С некоторыми веточками приходится побороться, потому что достаточно толстые. Ой. С этой стороны.
поставим. Я почему-то думала всегда, что эти конструкции выглядят так объемно, что нужно прям несколько таких веток. Прям много-много. Вот, кстати говоря, да, вот так желтеет она, да? Да, 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 да. Видите, вот так. Вот что произойдет с вашей елочкой, если вы не будете ее опрыскивать. Пожелтеет и вот становится такая бледненькая. Поэтому опрыскивайте. Итак, там Что еще у нас? есть? Есть у нас, ага, вот. Красота получается. Да. И куда ни поставь веточку, везде так и должно быть, как будто бы, да? Да. Ну вот и все. Давайте приступим к декорации, да? Давайте. Я заранее подготовила вот эти на проволочке. Давайте чуть-чуть. Творческий беспорядок у нас. Да. Так. Ну, композиция впереди стоит. Все понятно. Итак, я уже заранее подготовила вот такие на проволоке. Посмотрите. Такие проволоки тоже продаются в творческих магазинах. Ага, вот она. Такая новогодняя уже, золотая, да? Хорошо. Берем и закрепляем. Куда хотим, как хотим. То есть с проволокой достаточно просто, потому что она гнется и сразу крепится, да? Да. Ну, а используем мы палочки корицы. Кстати, вот говорят, что вот такие палочки очень дорогие. Они не очень дорогие, они продаются в маркетах, тоже в творческих магазинах продаются. Ну, буквально 200, там, 150 рублей. Упаковка, да? да? Упаковка Но такая. их тут много, видите? Ну, и аромат, конечно, потрясающий. Да. Так, тогда вам еще надо, да? Вот ваша проволока. Так. Тоже закрепляем куда хотим. Вот уже заранее подготовленные. Шарики. Шарики возьмем. Ну да, действительно, очень удобно именно металлическая проволока прикреплять, потому что тогда они и держатся лучше, чем веревочка, да, к примеру, да, и быстрее весь процесс происходит. Да, кстати, можно даже на веревочке или даже горячим пистолетом можно. Да. Как угодно. И прям красный цвет прям придает контраст, да? Да, в контрасте Яркий сразу. цвет. Тоже Тем очень временем на подходе у нас следующий такой декораторский элемент – это апельсины. Их тоже можно сделать своими руками. А что мы сделали? Порезали. Так, мы сначала берем. Ага. И сейчас прям апельсины такие свежие, кстати, Да? классно пахнут. Итак, берем. Надо нам отрезать прям тонко-тонко, но это не очень тонко отрезаны, поэтому они чуть-чуть, да, не получились. И в духовку на 200 градусов. Где-то час отправляем. На час, 200. Ой, не 200. Если на 200 отправим, тогда она такая будет. Коричневая. Да, коричневая будет. А на 150 на На час где-то. Ага, 150 градусов на час. И потом, получается, они вот так Такие высушиваются. сушеные, да. Целый час? Не Да. сгорят? Нет, не сгорят. Интересно, да? Просто вот видите, вы говорите, у вас некоторые получились темненькие, это потому что пережарили, да, можно сказать? Да. 200, а лучше поставить на 150 и наблюдать. Так, ну хорошо. Тоже можно сделать своими руками, да? Да, все и своими руками. Так. О, прям классно. Да. Мне очень нравится. Несмотря на то, что они подгорели немножко, все равно выглядит очень даже так, по-новогоднему. Они тоже подгорели. Смотрите, коричневые вышли. Потому что я их сначала на 200 градусов отправляла в духовку, потом уже на 150. По мне так, как будто так и должно было. Очень даже симпатично выглядит. Я бы даже не заметила, что они подгорели. Тут главное, наверное, не переборщить с декором, да, потому что елочку нужно, чтобы видно, чтобы была, да? Еще апельсинка.
Давайте сюда. Еще палочки нужны? Туда, наверное, тоже, да? Шарики еще нужны? Так, шарики давайте еще чуть-чуть добавим, да. Так. Мне кажется, при правильном уходе они вообще могут до весны простоять. Да? Да. Такой пакетик. Так. Еще или их достаточно? Мне кажется, достаточно, да? Достаточно, хорошо. Давайте начнем делать нашу самую главную. Свечи, да? Свечи. Так, тогда мы эту композицию поставим в стороночку пока. Сюда уберем. Теперь мы будем делать свечи. Вкусненько. Итак, это у нас медовая вощина натуральная. Она прям пахнет медом. Понюхайте. Да, да, да. Так, берем. И нам нужна вот такой фитиль. Сейчас я отрежу. Возьмите. Давайте мы сделаем не такую вот тоненькую, вот такую, а сделаем вот такую длинную. Длинную, Да, хорошо. чтобы серединки они стояли. Тогда сделаем вот так. И хорошенько вот так наш фитиль давим. А если у меня он короткий? Короткий? Давайте я вам еще, да, Он подлиннее. должен быть от конца до конца. Ага. Окей. То есть должны прилепить его туда? Да, прям в тепле наших рук она прям хорошенько вот крепится. Потом начнем крутить. Вот так плотненько, хорошенечко мы должны крутить. Но форму прям сильно не надо давить. Она очень гибкая даже, да? Такая эластичная основа. И вот так крутим. Не сильно, да? Да, С такой задачей может справиться и ребенок. да. Может даже добавить травки, ромашку. Туда же, Да, когда туда же. вкручиваешь, да? Лаванду, все что угодно можно добавить. И она должна быть прям плотная-плотная. Вроде бы давим, но форму не должны прям сломать. Так. Не торопиться не Да. стоит, да? Потому что будут пробелы, да? Вы знаете, создание такой композиции – это такой некий антистресс, потому что когда работаешь с ветками еловыми, это одни ощущения, даже тактильные, да, чуть-чуть вот совершенно другой материал, да, когда работаешь с натуральными такими элементами, а здесь же еще ароматерапия, потому что это все просто имеет потрясающие запахи. Сейчас работаем вот со свечами, Да. здесь уже другое ощущение, другие запахи, ароматы, да, ну то есть прям такой очень приятный процесс. Давать приятное удовольствие. Удовольствие, да? удовольствие приносит. Мгм. Готово, готово. Мгм.
Конец закреплять? Или? Да, лишнее надо отрезать вот эту, Ага. чуть-чуть укоротить. И нам нужны палочки такие. А, это палочки. Да, чтобы закрепить. Шпажки. Да. Так. Возьмите. Знаете, здесь вот в чем удобство? В том, что это все доступно сейчас стало, да? Мгм. Эти шпажки продаются тоже. Да, такие, Всюду. все, что угодно можно купить в таких магазинах, да. Главное было бы желание, да? И вот все это несложно. Закрутили, повертели. Здесь у нас уже конструкция ждет наших новогодних свечей. И в Так. серединку давайте закрепим. Прям такая натуральная композиция у нас получилась. Полностью Да. натурпродукт. Ой, чуть-чуть подальше. Так, Да, ничего сложного, Здорово. все гениально просто. попробуем. И поджечь? Да. Давайте. Раз уж Новый год, так Новый год. И, кстати, вот эти свечи, они быстро горят, чем обычные свечи. Мгм. То есть лучше сделать несколько, а потом менять их, да? Мгм. Ну все, дорогие друзья, вот с помощью знаний Нургуяна и наших рук мы сделали буквально за минут 15-20, мы сделали потрясающую новогоднюю композицию «Свечи горят». Это все натуральный продукт. Здесь потрясающие ароматы. Ну а далее уже, знаете, каждый сделает все как говорится, как захочет, вкусу, да? да, по Да, на вкусу. свой вкус. Можно заменить другие шарики, можно прибавить птичку, человечка, Дед Мороза. То есть главное желание и вот немного времени. Ну и, конечно, знания, потому что, вот как нам сказали, самое главное здесь веточки большие по краям, короткие все туда внутрь. И Собираем. главное ухаживать потом. Ухаживать, Да. чтобы она долго радовала вас и ваших близких. Ну что, готовимся к Новому году, и мы желаем всем прекрасного новогоднего настроения. Творите, созидайте, и пускай вот такой подарок, возможно, вы можете сделать и своим близким, а почему нет, прийти в гости К нам тоже можно. к вам тоже можно Да. прийти в гости вот с такой замечательной композицией. Я думаю, будет прекраснейшим подарком и взрослым, и маленьким. До новых встреч! До свидания.